Вместо знакомых педагогов сотрудники ОНФ. Да и записывать ничего не надо. Главное – внимательно слушать, отвечать на вопросы и делать правильные выводы. На красный свет есть у нас светофор красный. Мы все стоим и ждем чего? Зеленого. Им еще рано за руль, но о том, как вести себя на дороге, они уже знают. Роза Бекова на вопросы активистов ОНФ отвечает без запинки. Еще бы, ведь все эти правила она не раз применяла на практике. Я сначала перехожу по зебре, потом иду прямо, и все. Нам рассказывали, что нужно переходить по зебре, надо смотреть на светофор и только перейти дорогу. Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. Причем как водителями, так и пешеходами. Малейший промах со стороны кого бы то ни было может обернуться аварийной ситуацией. Поэтому Алима Мальсагова о собственном благополучии позаботилась заранее. Я купила портфель с зажигательными наклейками. Они мне помогают в темноте. Как они тебе помогают? Они зажигаются, когда бывает темно. Водитель видит меня и уважает меня и останавливается, чтобы я перешла дорогу. Не секрет, что пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. По статистике, несовершеннолетние не реже, чем взрослые, становятся жертвами автокатастроф. А с началом учебного года число ДТП с их участием увеличивается в несколько раз. Поэтому ПДД обязан знать каждый. Перед школой, начало школы и в момент, когда вот наступает уже сумеречное состояние, возвращается вторая смена со школы, вот обычно в эти промежутки времени мы проводим свои акции. И что мы обозначаем? Так как мы сегодня приехали в 18-ю школу, школа занимается в одну смену, мы сегодня попросили детей нарисовать дорогу в школу, от дома до школы, обозначить те опасные промежутки, которые у них есть по пути. В Ингушетии проект ОНФ «Дорога в школу» реализуется с 2015 года, и внеклассными занятиями с учащимися он не ограничивается. Также активисты проводят и мониторинг качества прилегающего к учебному заведению дорожного покрытия. К примеру, рядом с 18-й школой выявили сразу несколько нарушений. Вот там на углу школы есть люк открытый, это опасное место для детей. Потом вот если вы посмотрите, то тротуарная зона, она не отделена от проезжей части и просто паркуются машины. Нет бордюров и нет лежачих полицейских. Обязательно к ним, к автодору обратимся, потому что у них практика хорошего реагирования, быстрого реагирования есть. И есть ресурсы для того, чтобы эти недочеты устранить. Но то, что касается вот этих люков, это муниципалитет должен ликвидировать совместно с школой. Активисты ОНФ надеются, что все недочеты в скором времени будут устранены, как это сделали в 6-й Назрановской школе, где после визита надзорных органов появилась дорожная разметка близ учебного заведения, а также надземный переход. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.